Уже второй год по инициативе главы Коми Сергея Гапликова в республике проходит акция «Добрый Новый год». В этом году она приурочена к завершению Года культуры в Республике Коми, Года добровольцев России и открытию Года театра. 18 декабря добропоезд «Сияние Севера», побывавший до этого во всех северных городах, прибыл в Сосногорск. Первыми встретили гостей сосногорские мальчишки и девчонки из многодетных и малообеспеченных семей, одаренные дети и дети-инвалиды. Именно для них развернулось сказочное предновогоднее действо в зале городского дома культуры. Игры, конкурсы, песни и танцы. Все это объединило детвору у новогодней елки. Ну и, конечно же, все с нетерпением ждали главного гостя – Деда Мороза. По окончании утренника все его участники получили новогодние подарки. А ребята постарше в этот же день приняли участие в мастер-классах от именитых мастеров прикладного искусства. У меня мастер-класс достаточно простой. Это изготовление буксана. Это такой шумовой инструмент, то есть это не музыкальный, но в переводе буксан переводится как «мычание коровы». Кроме прикладных секретов, Артем рассказал ребятам и о том, какими качествами должен обладать человек, который хочет стать в своем деле мастером. Самое главное – это, в принципе, упорство, трудолюбие, потому что без этого любой материал, какой бы ни был, там, береста, да, качество, то есть это постижение секретов, это именно упорство и открытие для себя чего-то нового. Это, конечно, вот такие качества нужны. А елочки в технике ткачества помогла изготовить юным сосногорским рукодельницам еще одна гостья из Сыктывкара. На бердо или на пердички, да, ткут обычно пояса традиционные, но детям, я думаю, интересно будет что-то новогоднее выполнить, поэтому мы будем выполнять вот такую елочку, новогодний сувенирчик. Занятия рукодельницам явно пришлись по душе. И через некоторое время из-под их рук стали выходить пусть маленькие, но такие настоящие произведения народного искусства. Также в рамках этого проекта прошли творческие встречи с литераторами Республики Коми Надеждой Мирошниченко и Галиной Бутаревой. В стенах Сосногорской библиотеки имени Якова Рочева столичные поэтессы представили слушателям свои издания. Стихотворения, пронизанные любовью к родине, звучали как на русском языке, так и на коми. Так, например, Галина Васильевна зачитала отрывок из своей книги, изданной полностью на коми языке. Корпуксан пыжа, йочкишан ерина, пондан кылтна лекатна, кутчеш ва визяс. И косына кövешкалан, корш ва виж, юслан сымынати ва виж, велатче юслаш. А Надежда Мирошниченко, в свою очередь, представила слушателям свой новый сборник «Полет невозвратимый». Эта книга собрана из произведений разных лет, которые никогда не публиковались в печатных изданиях. Надежда Александровна также подчеркнула, что она всегда рада встречам с жителями нашего города. Когда живые люди встречаются с живыми людьми, оказывается, что ничего не изменилось. Люди хотят одного и того же – любви, мира и благополучия. Вот ничего не изменилось. Если человек не изменился за 2000 лет, то что можно сказать там за какие-то 20? Вот. И как я любила свой народ и свою родину, так я и люблю. Только вот после таких поездок во мне появляется непобедимая уверенность, что с нами никто и ничего не сделает. Вот какие мы есть, мы такие были, есть и будем. А уже вечером того же дня жителей Сосногорска ждал показ лирической комедии «Лучше быть счастливым позже». Театральная труппа Республиканского государственного академического театра драмы имени Виктора Савина уже более 10 лет радует зрителей этой постановкой. Действие спектакля происходит под Новый год, а как известно, под Новый год все хотят какого-то чуда. И в нашем спектакле это чудо происходит. И мы вам желаем от всей души, чтобы к вам это чудо, каждому из вас это чудо пришло. И чтобы вы стали обладателями настоящего счастья, и чтобы это счастье никогда не покидало вас. Герои пьесы Надежды Птушкиной показали публике, насколько забавная может возникнуть ситуация, если перепутавший адрес незнакомец вдруг постучался в вашу дверь. Спектакль насыщен динамикой и юмором, а игра талантливых актеров не оставляет никого равнодушным. Дело мужское. Я открою. Да что вы прицепились-то к этой бутылке? Я сама справлюсь, а вы ешьте. Не ешьте, не ешьте, не ешьте. Дальше никогда
никогда не сталкивалась с алкоголем. Она и понятия не имеет, как с ним обращаться. Я не могу. У нас не пьющая семья. Даже неудобно признаваться. Герои пьесы доказали, что никогда не поздно верить в то, что личное счастье где-то рядом и всегда может, пусть и случайно, постучаться в дверь. Как произошло в этой истории. В свою очередь, зрители отблагодарили столичных гостей громкими и бурными аплодисментами. А закончился этот замечательный вечер выступлением сыктывкарской кавер-группы «Текила Тесла». У сосногорцев была возможность насладиться хитами второй половины 90-х и начала нулевых годов, окунуться в атмосферу того времени. И просто провести этот вечер с хорошей музыкой и качественным ее исполнением. Новый 2019 год в России объявлен годом театра. В целях дальнейшего развития театрального искусства президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений. Мероприятия года охватят все регионы нашей страны. В свою очередь, Сосногорск уже вовсю готовится к предстоящему сезону. Планы, в принципе, большие. Но мне бы не хотелось сейчас все их раскрывать, потому что все-таки творческие личности обычно очень предвзято относятся, рассказывая все свои планы. Пускай это будет наша маленькая тайна, могу только сказать, что все, что в наших силах, мы постараемся сделать, чтобы этот год был интересный и чтобы было очень много различных премьер. Первой премьерой от театральной студии «Пилигрим» в новом сезоне станет рождественский спектакль. Уже в самом начале года зрители увидят детскую музыкальную игровую сказку «Хранители Рождества». Как поделились сами артисты, постановка им очень понравилась, и они с радостью представят ее сосногорцам и гостям города. А вот ученики 4-й городской школы из творческого объединения «Карусель» тоже готовятся к новогодним премьерам, с гордостью вспоминая, как прошел уходящий год. Творческий год 2017-2018, учебный год, мы так считаем, прошел очень плодотворно. В мае 2018 года у нас состоялся огромный большой мюзикл «Мы не хотим войны». Сейчас вот готовим сказку новогоднюю. Творческое объединение «Карусель» существует уже 6 лет и насчитывает 7 различных постановок. На большой сцене Дома детского творчества дети каждый раз с удовольствием показывают премьеры жителям города. Здесь очень разнообразная выборка, вот как танцуют. Тут разные жанры, тут ты ходишь не только на один жанр, тут очень много разных танцев. Тут хорошие преподаватели, которые очень плотно дружат, и с ними очень легко работать. А на базе гимназии при главе Сосногорского района работает и процветает не менее яркая и талантливая театральная студия, которая, как и все предыдущие, спешит порадовать своего зрителя новой постановкой и полностью готова вступить в новый театральный год. Наш классный театр существует уже очень давно, столько же лет, сколько и гимназия, 25 лет. Вначале это была система коллективных творческих дел, когда каждый класс показывал спектакль для своих коллег, так сказать, одноклассников, соучеников. А потом с введением федеральных государственных образовательных стандартов система коллективных творческих дел вылилась в курс внеурочной деятельности, который мы назвали «Классный театр». Второе место на республиканском конкурсе «Театральные каникулы» и грамота за самое масштабное количество участников спектакля. Такие постановки, как «Аленький цветочек», «Городок в табакерке», «Мешок яблок». Классный театр гимназии за все время существования успел достигнуть больших успехов. Но на этом ребята не собираются останавливаться. Сейчас в разработке постановка по мотивам всем известной сказки «Маленький принц». Поиграй со мной, мне сейчас так грустно и одиноко. Это потому, что ты не нашел настоящего друга. А я не могу с тобой играть, ведь я не приручен. Не приручен? А как это приручить?
Год театра – это очень важное событие для культурной жизни не только для всей страны, но и для каждого человека. Ведь театр – это интересное, яркое, сложное, но одновременно и доступное искусство, которое помогает формировать взгляды на жизнь, принять то или иное решение, предоставляет возможность восполнить потребность в прекрасном. Что касается нашего города, то можно с полной уверенностью сказать, что Сосногорск готов окунуться в мир театра и провести этот год, познавая новые и новые грани творчества и искусства.